الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. Иншаллах, сегодня у нас будет урок, дорогие братья и сестры, из книги 40 хадисов имам Науи. 20-й хадис мы сегодня проходим. Тема получается сегодняшнего хадиса хулюкуль хая, нравственность скромности. То есть скромность является одних из качеств нравственности нашего. Другие его назвали как заглавие своей книги этого хадиса 20-го «Аль-хая мин аль-иман». Аль-хая, скромность, является из веры, сказано. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе: «Аль-иман бид'ун ва саб'уна шу'ба». Иман 70 с чем-то степеней. 70 с чем-то степеней, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Фа'аляха, сказано, самая высшая степень, ла иляха илляллах. Ваднаха, самая низкая степень, имататуль аза анит тарик, убрать с дороги то, что мешает. Проходящим людям то, что мешает с дороги, убрать, это является тоже из имана. Ваднаха имататуль аза анит тарик. Валь-хаяу мин аль-иман, сказано. Скромность тоже из имана. То есть убрать с дороги вещь тоже из имана. Скромность тоже из имана. Да, высшая степень имана – это ла иляха илляллах. То есть, как в другом хадисе сказано, любовь и непричастность. Любить ради Аллаха и презирать ради Аллаха. Баракаллаху фикум. Это является высшей степенью имана. Это ла иляха илляллах. Баракаллаху фикум. Хадис у нас, как говорится, в 20-м хадисе от Абдулла бин Мас'уда, Укба бин Амара, الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه Бухари. Что сказал в хадисе Бухари посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, передает нам Абдулла бин Мас'уд. Его отца зовут Укб, то есть его зовут Укба бин Амр аль-Ансари аль-Бадри. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна мимма адрака нас», то, что до людей дошло, то есть люди достигли этого уровня, скажем, да? «Инна мимма адрака насу», то, что люди нашли, «мин калями нубувати», из речи пророков, «аль-уля», из пророчества раньшего пророчества, то, что нашли люди. «Ида лям тастахи фасна ма шит», если ты не стесняешься, делай, что ты пожелаешь. «Фасна ма шит», то делай, что ты пожелаешь. То есть, если человек не стесняется, скромность, стеснение из имана, мы сказали. А если человек не стесняется, если ты не стесняешься, то делай, что ты пожелаешь. То есть, если человек не будет он стесняться Аллаха, то он будет наговаривать на Аллаха, его религию, на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если человек не стесняется. Если он не стесняется, то человек, что он будет делать? Получается, будет делать навет на Аллаха, его религию. Делать он будет многобожье. После того, как Аллах его создал, Аллах ему даровал то, что нужно этому человеку, все то, что нуждается человек, будь это его здоровье, будь это его жизнь, будь это его пропитание, Аллах ему даровал все это. И человек, если не будет стесняться, то он будет делать что угодно. Аллах ему даровал все, а он неблагодарный. Он еще думает, что еще Аллах ему что-то должен. Он еще, как говорится, да, считает себя несчастным. Когда Аллах ему даровал все, Аллах даровал ему еще выбор. Он забыл, как человеку Аллах даровал ему выбор между добром и злом выбрать.
Если он выберет добро, то ему будет за это награда. Если он выберет, конечно, зло, неверие, многобожие, ему будет за это наказание. И тут, получается, человек, не стесняясь, говорит, что так пожелал мне Господь выбрать зло. И делает он зло, делает неверие, делает многобожие, делает богохульство, делает большие грехи, делает он. Господь ему не выбрал зло. Господь ему дал выбор между добром и злом. И потом еще наговаривает на Господа, что так пожелал Господь. Говорит, субханаллах. Господь ему дал выбор. Так предписано, значит, что ты выберешь. Господь так знал, что ты выберешь. Но Господь ему не записал, чтобы он этого сделал. Господь знал, что он сделает это в скором будущем. И некоторые, не стесняясь, говорят на Аллаха, на своего Господа миров, что так Господь пожелал, чтобы он был преступником. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Конечно, зайдем в свою основную книгу. Этот хадис нам приводит, баракаллаху фикум, имам Бухари в своем сборнике. Сегодня сколько людей не стесняется, наговаривает на Господа, и также на права людей посягает, и также самодеятельностью занимается, самозванцы бывает, самодеятельностью занимается, не стесняется ни Аллаха, не стесняется, затем людей не стесняется. Ему все равно. И есть среди них такие же бессовестные люди, которые потеряли совесть, как турки говорят, шарафсиз. То есть шарафсиз. Сиз это получается полоса. У него достоинство, честь, потому что у него нет у него стыда и совести ниже плинтуса. До такой степени бессовестный человек этот человек. Дальше. Инна мимма адракан нас. Сказано то, что в хадисе, мы теперь хадис, получается, раскрываем более. Ай таваратау нас мин анбияим. Люди, то, что наследовали от пророков. Джилан ба'да джиль. Каждый наследовали от пророков поколениями за поколениями. Хатта васалли хадиль умма, пока не дошло до этой общины. Умма Мухаммада, саллаллаху саллям. Имеется в виду мин калямин нубуватиль уля. Из речи пророков, которые были раньше. То есть из пророческих речей есть такая речь, о которой мы сейчас говорим. Инна мимма тафака алейхи анбия, на том, чем единогласны пророки, имеется в виду пророк Мухаммад, и до него Иса, Муса, и все пророки были единогласны на этом речи, получается. Ида лам тастахи, если ты не стесняешься, аль-хаяу, имеется в виду, аль-хая, стыдливость, скромность, хуа хулукун яхуссу аля фи'ль джамили ва таркиль кабихи. Это хулук, это нравственность, это нравы человека, побуждающего человека на красивое, на хорошее, на доброе, на призывающее к примирению, к единству, к братству. Это называется скромность, стыдливость. Когда у человека есть стыдливость, скромность, то тогда обязательно он будет скромничать перед Господом. Он не будет говорить перед Господом ненужные слова. Он не будет наговаривать на Господа, не говоря на него, что у него есть сын. Или у человека, если есть скромность, он не будет говорить на Господа то, что не говорил Господь, его посланник. Не будет он говорить на его религию, клевету. И также не будет приобщать с Аллахом сотоварища, если у него есть скромность и стыдливость перед Господом Богом, Аллахом Субхану ва Тааля. Аля фи'аль джамиль, он будет делать самое красивое, самое лучшее он будет делать, если у него есть эта стыдливость перед Господом. Ватаркуль кабихи, и человек будет отрицать, порицать, оставлять все то, что отвратительное, некрасивое, неподобающее Господу Богу, неподобающее нашему Создателю. Сказать, у него есть сын, или сказать, можно просить наряду с Господа Бога еще кого-то. Можно полагаться с Господа Бога на кого-то еще. Можно полагаться на кого-то помимо Господа Бога, как мы полагаемся на Господа Бога. Можно просить у них удела, допустим, будь это мертвых или у живых. Просить о прощении, допустим. Аллах прощает нам грехи, но люди нам не прощают наши грехи.
У людей нету таких качеств Господа Бога. Итак, если ты забрал право человека, попросишь прощения, это другой вопрос. Итак, ватаркуль кабихи, они будут оставлять чего? Оставлять иза лам тастахи, они будут оставлять и плохое, отвратительное. Иза лам тастахи фасна ма ши'т. Если ты не стесняешься, то делай, что ты пожелаешь, как мы сказали. Фаваид, пользы, которые извлекаются из этого хадиса, конечно, 20-го хадиса, много польз. Шарафуль хаяи, как мы сказали, турки говорят шарафсиз, да? Шараф, это имеется в виду достоинство, униженное, пониженное достоинство, низкое достоинство этого человека. Шарафуль хая, достоинство скромности. Ляннаху ма мин набин илля вахатта алей. Любой пророк, когда посылал Господь пророков, каждый пророки побуждали людей к этой качеству, к этому нраву. Скромности, потому что скромность из веры сама по себе. Если человек скромничает перед Господом Богом, также он будет скромничать перед людьми. Если человек скромничает перед людьми, он должен быть скромным перед Господом Богом. Это творение Аллаха, субхану ва тааля, они будут свидетелями перед Господом Богом в судный день. Второе теперь. Фадль хаяи. Ва азм манзилатихи ли анна аль-хая хайру куллу. Кама ахбара бидалика набию саллаллаху саллям. Достоинство скромности, ва азм манзалати, его великое достоинство, место его великое, потому что лиан аль-хая хайру куллу, вся эта скромность является благом. Кама ахбара бидалика набию саллаллаху саллям, как нам сообщил об этом посланник саллаллаху саллям, аль-хая куллу ахайр, он сказал саллаллаху саллям. То есть скромность вся является благом. Кроме той скромности, которая тебя, как говорится, да, останавливает от требований, обязанностей твоей религии. Если ты из-за скромности оставляешь требовать знаний, знай, что эта скромность у тебя неправильная. Есть люди, которые скромничают, оставляя религию. Это неправильно. Есть люди скромничают, оставляя свою обязанность. Это уже неправильно. Это надо урегулировать правильным образом. То есть, смотрите, фальхая науани, теперь есть скромность, два вида есть. Скромность есть два вида у нас. Хая он фитри, естественная скромность или стыдливость, скажем, да. Некоторая стыдливость у них бывает, это называется естественное качество, да. У хая он муктасаб, есть скромность, получается, приобретаемая теперь, второй вид. Есть стыдливость, хаджиль можно сказать еще, на арабском его называть. Однако, бывает, это переходит границу люди. Хорошо, хаджиль это стыдливость. А есть скромность. Есть скромность. Если хая мы хотим сказать, да, стыдливость, хая. Хая сам по себе это стыдливость, хорошо? Бывает этот хая, фитри, как естественное качество, как хаджиль называется. Стыдливость, скромность девушки бывает. Скромность девушки, хаджиль, допустим, девушка, она стыдится, допустим, у нее стыдливость есть. И скромность, допустим, хая на две части, фитри и теперь муктасаб, мы сказали. Фитри это естественное качество и приобретаемое теперь. И теперь хая муктасабу тарвидун, это получается привыкать свое тело, عندما يتعرف على الله ويعظمه فيستحي منه. Когда человек начинает учить тренировать сам себя, он начинает себя привести к скромности. Или, как другие говорят, стыдливости. Стыдливость это более хаджиль подходит. Мы сказали, хаджиль подходит, как будто естественное качество, мы сказали, да? Хаджиль. Как у девушки бывает хаджиль, стыдливость. Скромность, оно, когда нужно требовать знаний, нужно требовать знаний. Не надо чтобы тебя приостанавливало, как стыдливость девушек. Не надо останавливать себя. Стыдливость, это, да, это правильный поступок. Однако из-за стыдливости своего не приведи туда, что ты оставляешь свои обязанности требовать знаний. Так дальше, баракаллаху фикум, он тут сказал, и муктасаб, который приобретается, эта скромность,
приобретаемая, она должна тренироваться, учиться тренироваться. Есть естественное, которое человек рожденное, и есть вторая, которую мы сказали, приобретается. Итак, это арафу Аллах, когда он узнает Аллаха, он начинает его, Аллаха, возвеличивать и стыдиться перед Аллахом, субхану ва та'аля. Стыдиться перед Аллахом, субхану ва та'аля. Каждый раз, когда он говорит какое-то слово, он думает, Аллах, субхану ва та'аля, что скажет? Аллах что скажет? Будет ли Аллах доволен или нет мною за мои слова, не говоря уже о поступках? Итак, дальше, баракаллаху фикум, аммаль хаяу лади ямнау мин аль-хайри, если какая-то скромность тебя предотвращает, юсамма хаджилан, как мы сказали, мы дошли как раз, скромность тебя, которая предотвращает тебя из-за твоей стыдливости, как хаджиль, как мы сказали, рожденная, это не та скромность, которую мы хотим в шариате. Если за скромности ты оставил требовать знаний шариата или обязанность исполнения своей обязанности из-за скромности или стыдливости, как мы сказали, хаджиль, шариатские обязанности не исполняешь, оставил это наоборот порицается. Рахималлаху нисаул ансар, сказано посланником, саллаллаху алейхи. Это порицается, если ты оставляешь обязанность. Сказал посланник, саллаллаху алейхи, насчет женщин, саллаллаху алейхи, скажите. Извините. Рахималлаху нисаул ансар. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Да смилуется над ними Аллах, над женщинами ансаров. Их не предотвратила скромность требовать знания религии. То есть понимание религии, требование знаний религии, понимание религии их не приостановило спрашивать свои вопросы женщин ансаров. И посланник, саллаллаху алейхи, за них сделал дуа. Итак, поэтому, если это скромность или стыдливость, скажем мы, если тебя останавливает от требований знаний, или ты из-за того, что оставил, не спросил вопрос, и ты находишься в грехе, знай, эта скромность для тебя запретная. Эта скромность для тебя запретная. Есть люди, которые не скромничают, в наглую посягает на чужие права. Они должны постыдиться Аллаха, субхану ва та'аля, и также людей. Есть права Аллаха, есть права людей. Нельзя нарушать ни права Аллаха, ни права людей. Некоторые не видят, что скромность это является из веры. Если они оставляют эту скромность, они переходят в вопросы религии. Они становятся преступниками. Так, третий теперь, польза, извлекаемая оттуда, из этого хадиса. من لم يتصف بالحياء فإنه يفعل ما يشاء سوء خير أو شرا وهذا بمعنى التهديد إذا لم تستحي فافعل ما شئت فسوف تجد جزاءك. Бывает такое, من لم يتصف بالحياء, тот, кто не придерживает себя со своим скромностью, если у него нет этого описания скромность, فإنه يفعل ما يشاء سوءا. Человек делает столько, сколько пожелает он из зла, из вредного, из зла. То есть он сделает на Аллаха навет, на пророка навет, на религию навет, и на праведников навет он сделает, клевету он сделает. Для того, чтобы чтобы стать публичным, или чтобы сам стать главным, он сделает навет и клевету кому угодно. Даже религии он сделает навет. Даже он сделает вероотступничество. Главное, чтобы он был публичным. Главное, чтобы он был известным. Главное, чтобы был главным. Он сделает клевету на Аллаха, на религию, на людей, на праведников. Есть такие люди бесстыжие. У них нету ни стыда, ни совести. Итак, фаинну яф'алу ма яша, он столько, сколько пожелает, он сделает. Хойран ау шаран, добро или зло,
без разницы ему, главное, чтобы свою цель достичь. Это человек бессовестный, такие люди бессовестные люди. وهذا معنى التهديد. И тут, получается, этому человеку угрожает этот хадис. Этот хадис угрожает фаф'аль, то есть ида лам тастахи, если ты не стесняешься, фаф'аль, делай, как ты пожелаешь. И иншаллах в этом мире, иншаллах после смерти, будет им возмездие за ихнюю клевету. Фаф'аль ма ши'та, делай, что ты пожелаешь. Фасауфа таджид, ты скоро найдешь джазаак, твое возмездие. Иншаллах, твой же народ, твое же окружение тебя, иншаллах, унизит, потому что у тебя нету ни стыда, ни совести. Каваиду мустамбита мин аль-хадис аль-ашум. Теперь правило, извлекаемого из 20-го хадиса. Каида таджма аль-хайра ва-шар. Тут получается каида, который собирает нам это правило, благо и добро он собирает. Куллу хайрин аслу хая. Все благо в чем есть? Все благо, получается, есть скромности. Куллу хайри аслу хая. Во всем благо в основе скромности. То есть все благо в основе скромности, опять повторяюсь. Вабинан алей, также ссылаясь на этот хадис, куллу шаррин, все зло, опять повторяюсь, куллу шаррин мин асбаби зихабуль хая. Куллу шаррин мин асбаби зихабуль хая. Все зло и причины его, всего зла, это исчезновение скромности, стыда и совести. Когда у людей исчезает стыд и совесть, получается все зло. Все зло от этих людей бессовестных происходит. Куллю шаррин, все зло, опять повторяюсь, мин асбаби, причина ее, зихабиль хая, исчезновение скромности. Поэтому люди должны оживлять скромность пророков, алейхиссалату вассалам. Скромность праведников должны оживлять люди, чтобы зло не появилось на земле. Чтобы зло не было на земле, баракаллаху фикум. Иначе эти люди злые и ихние прихвостни навредят на этой земле. И не будет жизни на этой земле. Кал имам Ибн Кайм, мин ухубатиль мааси, зихабуль хая. Из наказаний, сказал имам Ибн Кайм, из наказаний грехов людей, зихабуль хая, исчезновение скромности, стыдливости людей. Аллади хуа аслу кулль хайр, это основа всего блага. Вазихабуху зихабуль хайри аджма. Субханаллах. Исчезновение этого блага, этой скромности, значит исчезновение всего хорошего, всего благого. На этом, иншаллах, мы остановимся. На этом, думаю, хватит. Как мы сказали, имана является скромность. Если человек не соблюдает свой иман, пусть он не говорит никому плохого, кроме самого себя, баракаллаху фикум.